Доме культуры Беслана прошел концерт «Реквием». В программе прозвучали песни и стихи в исполнении известных музыкальных коллективов и артистов республики. Ежегодный концерт уже стал для родственников погибших символом того, что эти люди не остаются наедине со своим горем. В концерте также приняли участие музыканты из Сибири и Украины. В основном здесь звучат песни, которые посвящены трагедии Беслана, звучат стихи, которые посвящены Беслану. И, конечно, в зрительном зале много народу, есть родственники тех людей, которых погибли в этой страшной трагедии. Есть люди, которые приехали сюда. Хочу сказать и поблагодарить всех, тех, которые сегодня принимают участие, которые рядом с нами, потому что любое человеческое слово для человека, который болеет и который раны на душе, конечно, это облегчает. В Беслан прибыли представители исполнительной власти Ставропольского края и губернатор Владимир Владимиров. Вместе с главой Северной Осетии Таймуразом Мамсуровым гости посетили первую школу, где почтили память жертв трагедии минутой молчания. После на мемориальном комплексе «Город ангелов» возложили цветы к древу скорби и к памятнику спецназовцам и сотрудникам МЧС, погибшим в ходе операции по освобождению заложников. Владимир Владимиров также примет участие в траурных мероприятиях 3 сентября. Премьер Сергей Токоев сегодня встретился с представителями французской и итальянской гуманитарных ассоциаций, которые оказывали помощь детям, пострадавшим в Беслане. Председатель правительства республики подчеркнул, в трудный момент остинский народ поддержали десятки стран. Одной из первых была Италия. Делегация из Италии привезла с собой послание от Папы Римского. В нем приведены слова поддержки и сочувствия понтифика. Сразу после теракта помощь пострадавшим оказывала итальянская ассоциация «Помогите спасти детей». 63 бывших заложника тогда 2 месяца пробыли в Италии. Однако и после реализации проекта работа зарубежных гуманитарных ассоциаций в Беслане не закончена. Они продолжают поддерживать связь с руководством города и республики. И каждый год в первых числах сентября они приезжают к разрушенной первой школе, чтобы почтить память тех, кто погиб в чудовищном теракте. Хотели больше помогать детей, осетинских детей из Беслана. И поэтому начинал с группы психологов университет Падуа. Это самый важный университет для психологов в Италии, проект за реабилитацию, психологической реабилитации здесь, у вас в Беслане. Мы продолжаем работу 5 лет и закончили этот проект 3 года назад. Жертв бесланской трагедии вспоминают в нотной библиотеке Владикавказа. В небольшом зале развернулась мультимедийная инсталляция «Старые новости». Автор проекта – член Союза фотохудожников России Анастасия Хорошилова. В 2010 году Анастасия Хорошилова приехала в Осетию и познакомилась с матерями Беслана. Тогда и были сделаны фотографии. 9 лайтбоксов с портретами матерей. Вместе с детьми эти женщины оказались в заложниках в школьном спортзале. В своей работе фотохудожник высказывает мысль о непостоянстве, покорности и слабости коллективной памяти общества, даже тогда, когда речь идет о великих трагедиях и судьбах тысяч людей. Приезжала в Осетию, мы знакомили ее с матерями Беслана, и она готовила тогда свой проект, который уже в 2011 году был показан Московским музеем современного искусства на 54-й Венецианской биеннале современного искусства. И сегодняшний проект состоялся благодаря тому, что работы эти, которые мы сегодня здесь видим, эту мультимедийную инсталляцию «Старые новости», предоставили нам из фондов Московского музея современного искусства и Дома фотографий Ольги Свибловой. Только пока говорят об этом средства массовой информации, люди помнят о трагедии. Как только экраны телевизоров, мониторы замолкают, эти жертвы трагедии остаются одни. С 3 по 5 сентября в Северной Осетии пройдет международный форум «Дети. Жертвы террора в новейшей истории. Проблемы исторической памяти». Он приурочен к 10-й годовщине террористической атаки в Беслане. В преддверии форума состоялась пресс-конференция. За эти дни планируется изучить международный опыт увековечения памяти о детях, ставших жертвами Холокоста. На этой основе будет разработана методика сохранения памяти о трагедии в Беслане. Также будет представлен сборник по материалам первой международной конференции о детях, жертвах террора. Кроме этого, в Северной Осетии пройдет выставка и презентована учебные пособия об этих событиях. Здесь это будет, скорее всего, дискуссия такая. Она не политическая, она педагогическая, психологическая. И преподаватели, учителя многих регионов России и зарубежья будут делиться своим опытом, как это нужно делать, как это нужно преподавать. В
В Южной Осетии возобновили свою работу учебные заведения, которые ранее находились в весьма плачевном состоянии. Благодаря взаимодействию России и Южной Осетии школы были реанимированы и с 1 сентября введены в эксплуатацию. В этом году около 200 тысяч учащихся продолжат свое обучение уже в отремонтированных школах. Им спасибо. Спасибо, это мало сказано, конечно, за такой щедрый царственный подарок. Школа современная, полностью оснащенная и мебелью, и наглядностями, и компьютерным классом, и швейным классом. Все условия для учебы.